Продолжаем наш разговор о здоровье. И сейчас у нас в студии находится тот продукт, ну, наверное, без которого здоровье невозможно. Ты про Гульнар Цепалова? И про Гульнар Цапалову тоже. Давай, раз ты уже представил. Гульнар, доброе утро. Доброе утро. У нас сразу команда спрашивает, а почему без животных? Хотела бы сказать, что ветеринарные врачи, да, не только спасают животных, но и они оберегают здоровье человека, да. Есть такое направление в ветеринарии, как ветеринарно-санитарная экспертиза. То есть ветеринарные врачи, они исследуют качество продуктов на пригодность, на их натуральность и так далее. Мясо, колбасы, вот мед и так далее, рыба. Все это исследуют санитарно-ветеринарные эксперты. Вот сейчас пора ярмарок. Да. Полным ходом. Картошечку мы запасаемся, конечно же. Яблочки берем, мясцо. И вопрос самого целебного, как многие считают, продукта, но действительно очень много свойств полезных, меда возникает. И здесь мы выяснили с Александрой, пока разговаривали, что оказывается, Саша, расскажи, на каждой ярмарке... На каждой ярмарке должна быть такая лаборатория. У нас есть, кстати, фото этой лаборатории, если можно, нам покажите, пожалуйста, в которой можно прийти любому и бесплатно, правильно? Да, проверить качество меда. Вот, вы Это представляете? обязательное условие на медовой ярмарке. Вот она, пожалуйста, Государственная ветеринарная служба республики. Так. И вот вы можете подойти, у вас возьмут, проверят и скажут, натуральный мед или фальсифицированный с добавлением каких-то веществ и так далее. Как интересно, лаборатория по диагностике Есть болезней пчел. Есть болезни? И у пчел есть? Пчелки болеют, конечно. Кстати, пчелы – это, наверное, главные помощники человека. Они выполняют такую массу работы, которую бы человек в своей жизни, ну, наверное, не смог бы даже выполнить. Перед тем, как мы досконально к меду перейдем, Давай. я вижу, что у нас здесь много образцов. О, да, находится, я вот принесла. Получается, вся продукция, которая на ярмарке представлена, она проходит вот соответствующий контроль? Ну, они должны, конечно, проходить контроль. Смело идем и покупаем, приобретаем. Ну, насчет смело-не смело, да, я Сашка, вот не опыт могу такой был. сказать, да, но вот для этого и существует ветеринарная вот эта лаборатория, куда вы можете, если вы как-то не особо доверяете если продавцу, Сомневаетесь? да, вы можете прийти, проверить. Ну, либо вот то, что мы сегодня будем делать с Гульнарой. Да, Гульнар, можно мед рассказывайте. проверить в домашних условиях, конечно. Мед довольно часто фальсифицируют, да, кто хочет заработать Разбавляют. быстрые большие деньги, и разбавляют, и подогревают, и добавляют, и смешивают, и пчел кормят, чтобы пчелы далеко не летали. Вот чтобы пчела одна 100 грамм меда собрала, она должна пролететь 46 тысяч километров. 46 тысяч? Настоящего меда, да, который... Да. Как это считали, у меня сразу вопрос. Не знаю, привязали какой-то маячок, наверное. Маленькую камеру. Ну, считают, есть специалисты, конечно, которые за этим следят, наблюдают территориально, это вот лесоводы смотрят тоже, где вот пчелы. Это такая полезут. статистическая общая Да, да, информация. ну, очень много они работают, поэтому... Да, Гульнар, давайте перейдем к меду, который у нас представлен сегодня. Так, Здесь у нас расскажите, есть что разные виды меда. Ну, я вам не хочу говорить сразу, какие. Я потому что хочу провести конкурс. Сможете ли вы определить... Натурально от ненатурального? Да. А у меня Да, сразу вопрос. это Давайте непросто. тогда. Да, это непросто. А вы знаете, а сколько меда вообще можно есть? Вот я вчера рассуждала на эту тему. Да килограммами, если Вот, ты медведь, то Гульнар, вообще вот на самом ботиками. деле, Ну, меда, конечно, много не съешь, натурального, настоящего. Ну, я не знаю, если вы едите мед, он, конечно, дозированно его как едят. Не так, что вот как стакан воды выпил Да, меда, да, 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 там, дозировать. или съел тарелку супа и также тарелку меда. Так не получится. Но перед тем, как мы тут я- приступим к дегустации Давайте. меда, точнее не дегустация, а эксперимент, Да. определить настоящий. Экспертиза. Вы да. проведете У нас сейчас есть звоночек, и мы говорим доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро, страна. Как у вас дела? У нас все замечательно, я скажу Лучше от всех. большинства. Спасибо большое. А у вас как дела? У меня все хорошо, спасибо большое. Вот сижу, смотрю вашу программу, вы прям заряжаете на настроение. Сашенька, вы сегодня вы отлично просто выглядите. Спасибо, мне так приятно. А вас как зовут, вы не представились? Меня зовут Ляйсан, я из города Кумертау. Хотела пожелать всем доброго утра.
Лисан, спасибо вам большое за звоночек из города Кумертау, нам очень Исам, приятно. ну давайте, раз уж вы на таком позитиве, на такой хорошей волне, расскажите ваши прогнозы по поводу ковида. Что скажете? Ну, слушайте, я думаю, что мы все переболеем, и у нас у всех будет иммунитет. Здорово. Вот. Да. Здорово. Если мы еще и будем с таким вот хорошим настроением к этому всему относиться, без паники, правильно относиться, с позитивом, я думаю, что у нас все будет хорошо. Вот вам за ваш звоночек дадим и подарок. Обязательно. Приезжайте в Уфу, забирайте. Что-нибудь Отлично. очень для вас хорошее приготовим. Спасибо, что дозвонились. Останьтесь на линии, расскажем, как его получить. Ну и спасибо огромное, что смотрите нас. Будем и дальше стараться. Все, переходим к меду. Так, что, я уже открыла Руслан, первую вам баночку. Пожалуйста. Я Да. пробую, правильно? Это много, Саша. Ой. Вам сейчас... Ой, Сашка. Нет, вы потом Что потом? покушаете. Вы сейчас только покушаете. Давай. Все, я пробую. Итак, Да. задача определить, Сразу. подделка или натуральный продукт. Да. Ты сразу скажешь? Подделка. Подожди, как ты так? Я, мое мнение, слушаю, я как бы вот просто. Мгм. Ну, жидковат. Что-то не знаю. Так, Жидковат. хорошо. И вкус, Следующий. и вкус карамели Следующий. есть. Так. А можно его сразу на место, да. Так. Мгм. Так, давай у нас, чтобы мы успели Надо запивать водичкой, да. Да, запивайте водичкой, потому что уже после Собьются. второй Мгм. пробы, да, вы уже не будете чувствовать. Так, пробую. Номер 2. Мне больше нравится. Это более вязкий. Да, более вязкий. Ну, слушай, это не настоящий мед. Не настоящий, да? А Эх. вы как считаете, Саша? О, давайте соглашусь с Русланом. Да ты не Просто- соглашайся. Нет, вот я Да. соглашусь. Нет? пусть будет ваше другое мнение. да, вам как? Правда. Так, пусть будет не настоящий. Хорошо. Вот Хорошо. этот, вот я знаю, знаете, Первый не какой, настоящий, второй не настоящий. знаете, какой Мгм. точно настоящий? А здесь сгущеночка может быть или засахарена. Ну-ка. Вот этот точно настоящий, мне кажется. Ребят, ну это не мед вообще. Хотя, вот, Почему вы так думаете? подождите. Так, у Подождите. нас буквально минутка остается. Скорее, да, Ладно, пробуем. Я скажу, что это мед. Вот это мед. Давай, пробуй. Я голосую, Это точно что мед. это настоящий. Гульнар, рассказывайте, Я что всегда здесь. пачкаюсь об мед. Так, вот, пожалуйста, да, вот сразу можно сказать, что в меде Мы не особо разбираемся. не Не разбираемся. Это натуральный луговой мед. Мед. Так, Абсолютно Саня. натуральный. дальше. Это мед не настоящий. Мы угадали. Прогретый, Действительно, да, да. это Так. правильно, прогретый, он жидкий, если вот его сравнить, видите, вот медленно, это он более такой Что с этим Так. жидкий. медом, Гульнар? Это я сказал, что это мед. Это мед фальсифицированный. Ух ты, а! Это мед с добавлением крахмала. Он был очень жидкий, Очень. добавили крахмал, и он стал И густой. что с этим медом? Так, и последний у нас 7 секунд. 6. Это Пять. донниковый мед, это настоящий мед.